Верховная Рада поддержала реструктуризацию государственного долга Украины. За проголосовало 309 депутатов. Еще больше голосов 340 отдали за изменения в госбюджет. Поправки предусматривают повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Детали в сюжете. В парламентской зале правительство в полном составе. На трибуне министр финансов Наталья Ереська. Именно она договаривалась с кредиторами об условиях реструктуризации государственного долга. Убеждает, сделала все, что могла. Почти 4 миллиарда долларов кредиторы списывают. Первые 5 лет долг Украина не будет отдавать. Следующие 5 – 1% от ВВП. Через 10 лет, если украинская экономика будет хорошо расти, кредиторы смогут получить 40%. Якщо буде реальний ріст ВВП України 6% реально кожного року, від наступного, наприклад, до 40-го року, у нас буде по 6% ВВП рівень трильйон американських доларів. 1 триллиона, трошки більше. Представители блока Петра Порошенко, Народного фронта и самопомощи заявили, законопроекты поддерживают. Больше всего критики от Батьківщини. Ми сьогодні будемо приймати рішення, яке боргове навантаження, який борговий зашморг ми не тільки зараз на країну візьмемо, а що ми залишимо нашим дітям, а частково дехто і онукам. Защищать законопроекты берется премьер Яценюк, вспоминает Тимошенко газовое соглашение с Россией. Я добре пригадую, коли декілька років тому підхіхоньки були підписані угоди, які принесли 16 мільярдів збитків Україні вже сьогодні. Цих 16 мільярдів країна заплатила зі збитків і з кредитів, які ми понабирались, а зараз повинні їх віддавати. Дальше голосуют. 309 депутатов поддерживают. Голосует и Батьківщина, и Радикальная партия. Український парламент продемонстрував коаліційному уряду, причому всі депутати, всіх фракцій і груп, що ми є надійними партнерами уряду. Воодушевленный таким единством депутатов, Владимир Гройсман предлагает голосовать за отставку вице-премьера Ващевского и министра здравоохранения Квиташвили. Они написали заявление по собственному желанию. Вице-премьера увольняют, а Квиташвили нет. Депутаты 4 раза голосовали, но так и не собрали голосов. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР.